Вспомните географическую карту Земли и назовите самую прямоугольную страну в мире. Участникам дается минута на размышление. За каждый правильный ответ команда получает по 3 балла. Несмотря на, казалось, сложный вопрос, ответить правильно получилось у всех. Внимание, правильный ответ. Это Египет. Организатором брейринга, приуроченного к 30-летию республики, выступила администрация Карабулака. Подобные интеллектуальные баталии они проводят не впервые. У участников впереди 2 тура – полуфинал и финал. Всем интересно. Вопросы также мы подбирали разносторонне, чтобы была какая-то интрига среди команд. В каждом туре предстоит ответить правильно на 15 вопросов. Назвать самое быстрорастущее растение на Земле. Какой фрукт в Англии являлся символом достатка? Вопросы интересные и познавательные. Были и такие, которые застали участников врасплох. Один из последних вопросов, допустим, был вопрос, какой именно это животное является символом большинства государств. Все в торопясь написали, например, орел, а оказалось банально лев. Такого рода вопросы бывали, конечно. Я сейчас не вспомню, потому что, можно сказать, на небольших эмоциях, поэтому все это вспоминать, это чуть время придется. А так вопросы интересные были. Будем анализировать после этой игры, что и как. За первое место борются 8 команд, 4 городские и 4 из других районов региона. Тут собрались участники из Молодежного совета Ингушетии, местного МЧС и работники нашей телерадиокомпании. Заработав 31 балл, наши коллеги попали в финал. Правда, сделать это, по словам Амира Цычоева, было непросто. Мы начали отвечать правильно только с 9-го вопроса из 15. Нам дали 2 балла за челму, и дальше мы пошли. И мы набрали 31, заняли первое место, хотя в промежуточном итоге мы были на 3-м месте. Как-то собрали свои мозги в пучок, скажем так, и пошли отвечать на вопросы. Так что ждем финала, в финале должно быть веселее. Баллы первых 4 команд подведены. В финал из них попадают 2. Теперь же очередь за остальными 4 группами. На место в финале настроены сотрудники государственной телерадиокомпании. Касаемо вопросов, они несложные абсолютно, потому что некоторые вопросы, ответы на них можно найти с помощью какой-то логической цепочки и так далее. Есть, конечно же, те вопросы, которые наточены именно на какие-то точные знания, скажем так. Но, в принципе, у нас ребята начитанные, работаем в одной сфере телевизионной, многое нужно знать, многое познаем, поэтому вопросы несложные абсолютно. Настрой боевой, хотим поучаствовать, выиграть, а все, конечно же, от Всевышнего мы сделаем все, что мы можем. Впереди у 4 команд борьба за первое место в финале. Всех участников также наградят ценными призами. Ну а такие интеллектуальные баталии администрация Карабулака планирует проводить и дальше. Тем более участники не прочь таким образом обогащать свой багаж знаний. Дана Плиева, Магомед Дидигов, Новости 24.